Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. Сообщаем о важной новости, которая касается практически каждого. С 1 ноября текущего года в России вступают в силу новые правила взыскания налоговой задолженности с обычных граждан. Речь идет о так называемом несудебном порядке. Как это теперь будет, мы поговорим. Наш гость в студии Николай Федоров, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по республике Саха-Якутия. Николай Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о новых правилах взыскания налоговой задолженности с обычных граждан. Как это будет? Да, как вы уже начали, речь идет о так называемом несудебном порядке. Это значит, что если вы пропустили сроки уплаты имущественных налогов за имущество, это квартиры, гаражи, жилые дома, машины, земельные участки, доходы, то налоговый орган будет взимать эту задолженность без несудебном порядке. Ранее, с 1 ноября 2025 года вступает в силу закон от 31 июля 2025 года номер 278 ФЗ, который разрешает налоговым органам взимать такую задолженность не в судебном порядке. Ранее это у нас было только по судебным актам через судебную практику, С 1 ноября у нас будет такая возможность списывать задолженность, именно задолженность, не долги, начисления, которые есть, а только задолженность, которая у вас появилась. А как это будет работать на практике? С 1 ноября, если у вас появилась задолженность, вам будут приходить информационные сообщения. Информационные сообщения будут приходить в личный кабинет налогоплательщика на нашем сайте, либо через портал госуслуги, либо заказным письмом по Почте России. Это от какого-то срока зависит или вне зависимости? У нас срок уплаты единый по всей России. Это до 1 декабря, до 1 декабря, то есть один раз в год. Если вы не оплатили, то с 1 ноября вступают в силу такие законы. Вам будет направлено информационное сообщение, которое вы должны отреагировать в течение 30 дней. Посмотрели налоговое уведомление, посмотрели, что за начисление. Обычно в практике бывает, что начислены автотранспорты, потому что у нас люди часто меняют машины, чем квартиры, и поэтому они могут быть начислены до больше срока или меньше срока. И сейчас же мы оплачиваем налоги, например, за 2024 год, за прошлый год. Например, люди забывают, что им начислены машины за январь-февраль 2024 года. По сути, больше уже 1,5 года прошло. И люди об этом забывают, потому что они оплачивали налоги за 23 год, 2 года назад. Им кажется, что это уже было давно. И они считают, почему мне повторно начислили эти налоги. Но на самом деле мы сейчас платим за 2024 год, поэтому не надо волноваться. А как это будет работать? То есть с карты будут списывать? А если я не согласна, например, с тем, что у меня долг есть? У вас, как я говорил, есть 30 дней, чтобы среагировать, Поэтому я всем налогоплательщикам, всем гражданам рекомендую подключить личный кабинет налогоплательщика на нашем официальном сайте. Сайт у нас называется www.налог.gov.ru. Подключить личный кабинет можно в любой налоговой инспекции. Для этого вам нужен будет паспорт, потому что там есть сведения государственной тайны, налоговой тайны. С паспортом вы приходите и пишете заявление на получение доступа в личный кабинет. Также можно будет получить доступ и на несовершеннолетних детей, если у них есть объекты имущества. И при получении такого информационного сообщения вы смотрите, правильно ли сделано начисление, Если есть ошибки, то можно будет подать заявление о перерасчете. А о моей задолженности я получу уведомление это через что? Через госуслуги, наверное? Да, задолженность у нас и не является налоговой тайной, поэтому в личном кабинете, также на портале госуслуг есть. Какие важные изменения появились в налоговой системе страны, которые вступают с 1 января следующего года, и каковы основные моменты изменения? С 1 января у нас прекращает действие такое понятие, как свидетельство ИНН. Помните, наверное, но в моей молодости они были желтые листочки с номером ИНН.
который нужно было получать именно в налоговой инспекции, писать заявление, там, найти ручку, найти вот форму заявления. С этого года, то есть с 1 января 2026 года, это будет документ, единый документ учета называется, вместо ИНН. Ее можно будет получить также, да, через официальный сайт налоговой службы, личный кабинет налогоплательщика и также через портал госуслуги. А что получается, со старым будет форматом или просто сразу? Да, эти форматы, извиняюсь, что перебил, эти форматы тоже будут действовать, они имеют также юридическую силу, их не надо будет менять. Вот какие дополнительные способы получения информации есть, вот вообще какая? Вот то, что нововведение, да, я считаю, что появилась возможность получать через портал госуслуги. Потому что многие не пользуются нашим личным кабинетом налогоплательщика. Они думают, что портал госуслуги и личный кабинет налогоплательщика – это одно и то же. На самом деле нет. Все налоговые уведомления направляются в личный кабинет налогоплательщика. Но если гражданин подал согласие, да, что будет получать и на портале госуслуг эти налоговые уведомления, то и будут приходить и на портал госуслуги. А так, вот то, что лучше стало, да, можно будет подать заявление через портал госуслуги. Ну и также остается, что и в обычном виде можно будет, и на бумажном виде. То есть, если что, я могу зайти в портал госуслуги и там сразу подписать, чтобы вот не через скачивать. Помощник, он называется вроде Макс, да? Можно будет набрать «Узнай ИНН», «Хочу узнать ИНН», и он там сразу выведет ИНН и форму для подачи заявления. Остается ли возможность получения бумажной выписки? Да, такая возможность остается. Вот еще раз перечислю, да, возможности через личный кабинет налогоплательщика, через сайт ФНС России, там есть сведения об ИНН, либо вот портал госуслуги, либо через налоговую службу, либо отделы многофункционального центра МФЦ. Также можно будет получить. А все ли выданные старые ранее документы имеют юридическую силу? Да, ИНН действует, мы поняли. И они у нас подписаны усиленной квалифицированной подписью. Также бумажные носители также имеют силу. Если вы можете поменять, только если испортили его, утеряли, а также, да, они так и будут действовать. А в чем преимущество новой системы? Можно подробнее рассказать? Преимущество, все это стало теперь, до этого было, да, но теперь все это делается в электронном дистанционном формате. Вот сейчас же, да, у нас и пробки, да, и время нужно найти, чтобы сходить в налоговую службу. А так, если у вас есть доступ к нашему личному кабинету налогоплательщика, также, да, в личный кабинет налогоплательщика можно войти через подтвержденный портал госуслуги. Как я повторюсь, у многих есть этот подтвержденный профиль от портала госуслуги, можно будет войти удаленно, и там есть кнопка «Получить ИНН». Не надо ничего заполнять, не надо искать ручку, время, да? Просто в пару кликов можно получить это свидетельство ИНН, единый документ учета он будет называться. Вот. Пару кликов, не затрачивая много времени, просто нужно будет почитать внимательно, что куда нажимать, да? И это будет все интуитивно и пошагово понятно. Какие сроки, когда будет получать. А так это делается в течение одного рабочего дня, в принципе. А налоговая инспекция как-то проводит консультации с населением? Если я, например, хочу поподробнее узнать о новых правилах с 1 ноября, которые выйдут, где я могу, может быть, информацию узнать? На нашем официальном сайте есть специальный раздел. Он будет связан, называться, скорее всего, 378 ФЗ, и как новые условия будут применяться в практике, да? Также у нас есть раздел «Вопросы и ответы», часто задаваемые вопросы. Его можно будет найти на нашем официальном сайте внизу, в разделе «Часто задаваемые вопросы». Можно будет посмотреть вопросы и ответы. По идее, все вопросы и ответы там уже есть.
там можно будет ознакомиться. Также, да, мы пишем статьи на наши электронные газеты. Например, есть и Arctic Post, да, и также проводим вебинары 2 раза, иногда вот 2 раза в неделю даже проводим. Темы у нас меняются, и вот по мере актуальности вопроса мы предоставляем такие вопросы, ну, ответы. А как попасть туда? Вот? Например, мы проводим вебинары через приложение, да, делаем рассылки по социальным сетям WhatsApp. Также у нас есть социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Telegram про налоги Якутии. И там можно будет, и также, да, на официальном сайте у нас ФНС России есть этот график вебинаров, но немножко его сложно найти, но все эти данные мы уже распространяем заранее. Можно будет подключиться, это принять можно абсолютно бесплатно по времени. Обычно у нас это вторник, четверг с 3 часов. Практика у нас такая, с 3 часов мы проводим такие вебинары. А что-то на практике со студентами или школьниками было такое или пока нет? Еще нет, просто у нас сейчас идет информирование в таком порядке, да, либо статьи, либо вот у нас первый выпуск, который идет по внесудебному взысканию, так как он будет у нас действовать только с 1 ноября. Спасибо, Николай Аркадьевич, что сегодня пришли, рассказали такую подробную информацию, уделили время. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.